Новый отчет показывает, что Китайская Народная Республика все чаще оказывает давление на уйгуров, проживающих в Турции, с тем, чтобы они шпионили за местной уйгурской диаспорой. Группа мониторинга за правами уйгуров опубликовала новый отчет о концентрационных лагерях, в которых миллионы уйгурских тюрков и других тюркских общин были изгнаны и подвергнуты пыткам коммунистической администрации Китая. В отчете рассматривались учреждения, участвующие в разработке и реализации политики Китая в отношении геноцида уйгуров. Отчет состоит из двух частей. В первой главе основное внимание уделяется нарушениям прав, совершенным в концлагерях. Во второй главе расшифровывается, как работает эта система. Турку Айдын, молодой уйгур, проживающий в Турции, и Ялкун Улуё, главный исследователь группы Уйгур Райтс, подготовивший отчет, сообщил, что отчет был подготовлен на основе исследований, опубликованных международными исследователями и правозащитными организациями, а также показаний свидетелей лагеря. В упомянутом отчете цитируется, что китайское правительство пыталось скрыть свои преступления с помощью различных средств. Китайский режим вновь попытался обмануть международное сообщество, пригласив сотрудников посольств 25 стран в Китае, Восточный Туркестан в рамках своей пропаганды для сокрытия собственных преступлений. Китайские официальные лица пригласили послов более 20 стран Азии, Африки и Латинской Америки посетить Синьцзян с 31 июля по 4 августа, сообщила China News Network 5 августа. Китайский режим пытается создать впечатление, что в регионе все нормально, предлагая к посещению заранее подготовленные места, древние города, мечети, рабочие места и деревни в Восточном Туркестане. Согласно сообщениям, 10 августа президент США Джо Байден подписал распоряжение об установлении механизмов контроля за инвестициями американских компаний за рубежом и ограничения их инвестиций в полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект в Китае. Министерство иностранных дел Китая заявило, что осуждает и выступает против санкций США в отношении инвестиций в Китай. Китай временно приостановит планы по строительству посольства в британской столице Лондоне, которое, как ожидается, станет крупнейшим зданием посольства в Европе. После того, как Китай не получил дипломатического ответа от Великобритании по поводу строительства, которое было остановлено в прошлом году из-за возражений местных жителей, сообщалось, что местный суд не будет защищаться от возражений здания посольства. Это может повредить политическим отношениям между двумя странами. По мнению экономистов, которые говорили с The Guardian, во время предыдущих спадов мир обратился к Китаю как к краеугольному камню экономического роста. Однако на этот раз Китай может не быть движущей силой из-за дефляции в стране. Когда Резервный банк Австралии опубликовал свой квартальный экономический отчет на прошлой неделе, неопределенные экономические перспективы Китая возглавили список внутренних проблем для Австралии. Международный валютный фонд также включил Китай в число нисходящих тенденций в балансе рисков своей экономической оценки последних стран мира. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным завершить свои планы после того, как Соединенные Штаты и Южная Корея подготовились к крупномасштабным военным учениям.